Вы думаете, мы сидим сегодня в парламенте по итогам выборов? Нет. Никто из них не думает, как надо писать закон. А как ты должен защищаться? Идти в политику. Молодец. Это страна, которая живет по понятиям. Можно я воздержусь? Жестко хотел сказать. Многие журналисты, ваши оппоненты опасаются с вами вступать в полемику. Это имидж или вы такой по жизни? Милость Всевышнего. Добрый день. Меня зовут Рита Мукалаева. Это мой первый телеэфир. У нас сегодня в студии Адахан Мадумаров, лидер партии Бетон Кыргызстан. Для начала небольшая предыстория. Иссык-Кульская область, село Теплоключенко. Когда я молодой журналист, мне было дано задание отправиться взять интервью у председателя крестьянского хозяйства «Заря». Интервью я взяла, но затем была история от Посмитного. Роман Посмитный, может быть, вам это имя известно. Роман Посмитный. Итак, пришла директива, то есть в Кыргызстане уже был суверенитет, пришла директива из столицы для того, чтобы распустить колхоз. На защиту Романа Посмитного стали жители села Аксу, Аксуйского района, села Теплоключенко и во главе с аксакалами. То есть они пришли в райком, отстояли его. Почему я эту историю вспоминаю? Потому что, когда мы сейчас готовимся к эфиру с публичными людьми, конечно же, к нам на помощь приходят соцсети. И в социальных сетях я прослушала вашу пламенную речь с трибуны, конечно, тогда вы очень молодой, о приватизации. Вы были против этого, категорически против. И тогда мелькнула такая мысль. Вот если бы он стал бы тогда во главе государства, что бы сейчас было? По какому пути пошел бы Кыргызстан? Ну, во-первых, разрешите пожелать вам, поскольку это первая передача, хорошего, доброго пути, долголетия вашей передачи, чтобы здесь поднимались именно те актуальные вопросы, которые могли бы помочь нашему государству выйти из сегодняшнего положения. Во-вторых, спасибо, что вы сделали исторический экскурс. Но, к сожалению, я как историк могу сказать, история не знает сослагательного наклонения. Если бы я стал бы во главе этого государства, что бы я сделал? Во-первых, как историк ничего не стал бы ломать сразу. Общество должно развиваться эволюционно. Любая революция, она приводит к нехорошим результатам. Вот это вот революционное движение, чтобы уничтожить все советское хозяйство, это было тотальной ошибкой тогдашнего руководства нашей страны. Они не могли себе представить, что такое государство и как управлять этим государством, поскольку они были из мира науки, они далеки от практики. Вы помните, Гёте, по-моему, говорил, что практика от жизни настолько далека, а древо жизни пышно зеленеет. Потому что по теории можно всему добиться, а на практике это уже тяжело. Во-первых, если вы помните Алексея Николаевича Косыгина, выдающегося председателя Совета министров Советского Союза, более авторитетного, чем генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев, он предлагал именно пути развития, совмещая рыночные законы с советским социалистическим хозяйствованием, что было отвергнуто. И эту программу очень успешно продвигает и Лукашенко, и Китайская Народная Республика. Они полностью переняли именно вот эту вот программу, Косыгинской программы. То есть на тот момент у вас уже была какая-то своя программа? Безусловно, я же говорю, что я закончил исторический факультет, мы изучали историю разных государств. Я закончил тогда Калининский государственный университет, сейчас Тверской государственный университет. История развития любого государства, как она развивается, поэтапно.
Только потом начали наши политические деятели изучать пути индустриализации. Но, к сожалению, база у нас была утеряна. Мы во время Советского Союза занимали 3-е, 4-е, 5-е места по некоторым позициям. Мы стали на тот момент уже аграрно-промышленной республикой. Сегодня мы возвращаемся в феодальный строй. У нас о промышленности даже разговора нет. Об этом мы еще поговорим. Это одна из политических ситуаций в вашей жизни. Теперь то, что буквально произошло 2 недели назад. Вы посетили Казахстан. Вновь же проблема, да? Проблема – это фуры, которые стоят на границе с Казахстаном и Кыргызстаном, не могут проехать через Казахстан, несмотря на двустороннее соглашение. Конечно же, у вас, кроме того, что вы озвучили при журналистах, были и приватные беседы. Так в чем причина? Почему все время возникает эта проблема? Чем недовольна казахская сторона и что она хочет от Кыргызстана? К сожалению, при проведении международной политики не всегда соблюдаются международные договора, которые были подписаны, и более того, что ратифицированы между 2 парламентами. Роль личности в истории еще никто не отменил. Роль личности в истории. Без всяких договоров можно решать межгосударственные вопросы, если главы государств и этих государств относятся друг к другу с большим доверием, уважением. На личностных каких-то там отношениях. А если есть какое-то недопонимание, неприемлемость, тогда ни один договор не поможет. Я тогда зачитал, если вы помните, 4 крупные договора между государствами, между республиками Казахстана и Кыргызской республики, но, к сожалению, там эти договора не выполняются. Почему? Причина одна. Одна причина – это неуважение друг к другу. Это как бы… Пренебрежение? И пренебрежение, и неуважение, и недоверие. Все вместе. Это, как бы помягче выразиться, это нигилизм, отрицание всего и вся. Это со стороны Казахстана или со стороны Кыргызстана? И с нашей стороны тоже есть, ради справедливости должны говорить. Некоторые товары не соответствуют тем параметрам, которые предъявляются в этих договорах. Они часто ставят вопрос, почему пломбы у вас разные, почему документы сопровождения, она не соответствует тому, что есть у вас в машине. Они говорили при кулуарных беседах, что кыргызы могут написать, что отправляют туда 20 тонн картошки, а там может оказаться все, что угодно. Вот это вот недоверие. Хотя есть сегодня проверить, посмотреть, сканирование, не разгружая грузы, можно сканировать, посмотреть, что за товар. Но опять-таки говорю же, пока не восстановится вот это вот доверие и уважение друг к другу, эти проблемы будут возникать на каждом шагу. Но в связи с последними событиями в мире, учитывая все происходящее, создается ощущение, что вот этого доверия может быть и не возникнуть. Потому что сейчас настал в мире такой момент, когда соседние республики, соседние страны дали друг друга отдаляться и опасаться. Не только соседние государства, сосед от соседа должен отдаляться сегодня. Сосед соседу не доверяет. Сосед, живя в одном подъезде, могут и не знать, а кто же против, на одной же площадке, кто же напротив моей квартиры живет, как его зовут, откуда он, какая профессия, чем занимается. Вот этим тоже не интересуется. Это, наверное, и не нужно ему, соседям сейчас, в другое время. К сожалению, вопрос не в том, что нужно, не нужно. Вопрос в том, что насколько мы относимся друг к другу, насколько мы нуждаемся друг в друге. Поэтому государство – это то же самое. Если мы где-то как-то не так повели себя, безусловно, наши соседи будут отвечать адекватно. Так, тогда по этому поводу вот еще один вопрос, вновь же экскурс
политическую вашу жизнь, 2004 год. Горячие дебаты в Джорджской Кенеше. Должен был быть подписан договор между Казахстаном и Кыргызстаном о дружбе, но возник препон в виде воды, об использовании водных ресурсов Кыргызстана. Каким образом? И вот здесь я вас процитирую. Это вы сказали в 2004 году. Водные ресурсы – неотъемлемая часть нашего богатства, как и наша земля. В договоре сказано, что в использовании мы должны вести согласованную политику с Казахстаном. С какой стати? Наши водные ресурсы никакого отношения к Казахстану не имеют. Прошло 18 лет. Проблема до сих пор висит в воздухе. Да. Значит, все 18 лет наши добрососедские отношения – это только фикция, получается, на бумаге, да? Да. Это декларация. Это декларация. Вот, хотя, обратите внимание, на тот момент мы подписывали договора. А вот буквально недавний визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемеловича Токаева в Кыргызстан. Посмотрите на итоги этого визита. Ни одного договора. 13 меморандумов. Из 13 меморандумов, если память не изменяет, 6 или 7 документы, которые хотели бы более углубленно сотрудничать та или иная область, той или иной области с казахской стороны. Это не дело президента. В соцсетях по поводу президента Токаева Казахстана очень много было самых разных отзывов, но чаще всего мелькала такая фраза: да, начинается водный сезон, Казахстану нужна вода. Чаще всего накануне этого мы возвращаемся к кто-то, этому да? вопросу, да, возвращаемся. Во-первых, Кыргызская республика – это уникальная страна. До последней капли воды формируются у нас внутри нашей страны. Наши реки не являются трансграничными. Абсолютно. То есть вот этот вот водный ресурс – это исключительное богатство нашего государства. Как использовать, должны решаться именно внутри этого государства. Безусловно, исходя из международных каких-то там правил и обязательств. Я тогда приводил пример с Узбекистаном. Тогда узбекская сторона говорила, что это природные ресурсы, природный запас, я имею в виду газ, природный газ, и они должны служить в интересах Узбекистана. Узбекского народа. Да? Безусловно. Я тогда приводил пример. Водный ресурс – это тоже природное богатство нашего государства. Однако мы просто отдаем этот природный ресурс. Всевышний кому-то дал воду, кому-то дал газ, кому-то дал нефть, кому-то дал железо. Так? И эти торговли должны быть взаимовыгодными. Не бывает дружба односторонняя. Дружба бывает двухсторонняя. Партнерство это, наверное. Без партнерства, по-соседски, по-братски. Вот такие вот отношения должны быть. Когда мы запрашиваем газ, они говорят, что это товар, а самым ценным товаром может оказаться вода. Вода – это жизнь. Мы лишены от каких-то там природных богатств, как газ, как нефть, но у нас вода. Давайте будем сотрудничать так. Для того, чтобы обеспечить наши соседние государства необходимыми запасами воды, мы должны потратить энную сумму. Мы должны построить водохранилище. Токтагульское водохранилище – это мощнейший регулятор всей Центральной Азии. Мы иногда ущерб себя, особенно в зимнее время, вместо того, чтобы вырабатывать дополнительную электроэнергию, мы экономим. Почему? Потому что накапливаем воду для того, чтобы вегетационный период обеспечить водой наши соседние государства. Я это не понимаю. Я в ущерб себя, в ущерб своему государству мы это делаем. Мы выполняем свои обязательства. Но тогда они должны быть компенсированы. На сегодняшний день они не компенсируются. Потому что нет уважения нашей власти, или наша власть не умеет договариваться и держать свои обязательства перед нашими соседями.
Я за сотрудничество, я за дружбу, я за то, чтобы мы, Богом данными соседями, жили не то что там в дружбе, я бы сказал, даже в родственных отношениях. Скажите, пожалуйста, ну да, вы за добрососедские отношения, но все-таки вот этот рычаг, который позволит нам регулировать эти отношения, чтобы действительно хотя бы выглядеть более, ну скажем так, достойно в глазах этих соседей, да? Есть? Вы знаете, на сегодняшний день я противник использовать какие-то рычаги в международных отношениях, категорически. Только договариваться. Договариваться. Тем более таким товаром, как вода. Нельзя, категорически нельзя. Нельзя опираться на какие-то там верховенства, каких-то там своих преимуществ. Категорически этого делать нельзя. Мы на то и есть люди, чтобы договариваться, чтобы было взаимовыгодно. Никоим образом нельзя наносить вред своему соседу. Категорически нельзя наносить вред. По возможности надо помогать. Чем больше помогаешь, я думаю, что тем больше и получаешь сам помощь. Поэтому надо относиться к соседу как к соседу, с большим уважением. Теперь я хочу поговорить о нашем Джогорку Кеңеше, уровень профессиональности Джогорку Кеңеше. Вообще вопрос профессиональности тоже, изучая работу самых разных парламентов Европы, России, Японии. И вот в Японии есть очень интересный социологический опрос о собственно японском парламенте. И вот один известный ученый сказал следующее. Вообще парламент — это срез жизни общества. То есть вот какой парламент, значит, соответственно, вот какое-то общество имеет вот такую жизнь. Мы имеем такой парламент. И у вас есть тоже ваше высказывание, но вы об этом вот в начале программы уже сказали, о легендарном парламенте. То есть вы сказали, что там ну, в большинстве своем были люди интеллигентные, образованные, высококультурные, но это не позволило им все-таки поставить страну на правильные рельсы. Сегодня вот в нынешнем, в этом парламенте в основном люди предприимчивые. То есть это бизнесмены, это те люди, которые выросли за 30 лет независимости, они уже сегодня в Джогорку Кеңеше. Вот что вы об этом думаете, ваше мнение? К сожалению, это большая трагедия современности. Большая трагедия. Я буквально неделю назад встречался со студентами высших учебных заведений в городе Ош. Там у меня один студент задал вопрос, почему вы все время восхищаетесь Советским Союзом? Я задал ему вопрос, спасибо, а сколько вам лет? Он говорит, 18. Мне тяжело объяснить вам, почему я восхищаюсь, почему я восхваляю Советский Союз, советский строй, советскую систему образования, советскую систему здравоохранения, советский подход к человеку, когда человек человека был другом, а не врагом. Мне очень тяжело объяснить. Идет борьба между поколениями. И самое страшное, теперь уже возникает борьба внутри одного поколения, потому что одни образованные, другие необразованные, одни богатые, другие не совсем удачные, одни, значит, получают образование в религиозной сфере, другие получают абсолютно либерального толка образования. Это опасно. Надо одуматься, надо остановиться. Сколько лет говорил о необходимости вернуться к советской системе образования. К сожалению, игнорировали. Вот буквально недавно, если у вас есть информация, в Великобритании министр просвещения Англии заявил, что благополучно закончили переход на советскую систему образования. Это в Англии, в Великобритании. Я сколько лет подряд об этом говорил, а на прошлой неделе секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Платонович Патрушев тоже заявил, что нам необходимо
переходить на советскую То систему. есть они образования. отказываются от баллонской системы, переходят... Надо отказаться. Да. Болонская система как раз это уничтожает человека. Мыслителей. А? Мыслителей уничтожает, саму мысль. И мыслителей, Это и мыслить, тестирование и уже. мыслить, и соображать, и вообще все, что человеческое. Наше образование должно опираться на духовную составляющую, нравственную составляющую. Идет борьба между нравственностью и капиталом. К сожалению, капитал и невежество сегодня выигрывает. Это то, что вы говорите, сегодняшний состав нашего парламента. Сегодняшний состав парламента, она не соответствует, скажем, к тому высокому требованию, которое возложено на плечо парламента. Парламент – это олицетворение общества, с другой стороны. А я говорю, вы привели пример, японский пример, я приведу свой пример собственный. Я всегда говорю, парламент – это прямое отражение, зеркальное отражение нашего общества. Какой народ, вот с этой стороны стоит человек и смотрит себя в зеркало, и вот это вот отображение в зеркале – это наш парламент. Это зависит от общества, уровень нашего общества. К сожалению, это так. А при Советском Союзе, да, были и доярки, были и чабаны, были учителя, ученые, поэты, писатели, художники, актеры. Так? А сегодня можете себе представить, что учитель может стать депутатом? Нет. Сегодня может стать простой крестьянин стать депутатом? Нет. Ну, если у него есть бизнес, если он богат Какой фермер. учитель может быть богатым в нашем Если обществе? учитель, скажем так, ушел в бизнес, затем стал только Вы знаете, учитель, который депутатом. ушел в бизнес, он уже не учитель. Раньше, если кто-то занимался в сфере торговли, их даже не брали в армию. Если даже брали в армию, то до секретов не допускали. Потому что у них ментальность, мышление, у них мировоззрение, мироощущение абсолютно другое. Как Михаил Задорнов говорил, у них нет чувства Родины, у них есть только чувство прибыли. Это разные вещи. Вас сейчас многие журналисты, наверное, депутаты, которые помоложе, называют ментором. Ментор. Но я зачитаю, кто такой ментор. Ментор – это эксперт, который помогает менее опытному человеку строить карьеру, развивать полезные качества и избегать типичных ошибок. Вы знаете смысл этого слова или как это слово пишется, наши знает? Я глубоко сомневаюсь в этом. Ну, русскоязычные журналисты, по крайней мере, знают. Ну, журналисты, да. Так, Журналисты, итак, да. а вы сами себя таковым считаете ментором? Нет. Нет, я себя считаю просто человеком, который говорит то, что видит, говорит то, что знает, и человек, который никогда ни под какую власть не прогибался и не будет прогибаться. Я абсолютно свободный человек. У меня внутри не идет борьба между сердцем и разумом, потому что я иногда поступаю так, как повелевает сердце, а иногда принимаю решения так, как подсказывает мне разум. Я абсолютно свободный человек. Когда человек зависим от своих каких-то там страстей или желаний, этот человек уже становится рабом своего желания. А у меня нет таких желаний, страстей. Я хочу свободно дышать и почувствовать вкус жизни. Скажите, пожалуйста, вот когда я по поводу ментора сказала, почему это возникло? Вот именно в этом созыве парламента вы очень часто молодым коллегам, ну даже министрам, да, замминистрам указываете на их ошибки. И ошибки присутствуют, будем реальными. В неправильной, может быть, постановке вопроса, речи, поведении. Может быть, поэтому возникло это менторство. Вас это оскорбляет, что это происходит в стенах Джокурку Кенеша? Или вы просто вот все-таки журналист же? Вы где-то... Нет, я историк. Вы историк, да? Вот видите, прежде чем брать интервью, вы даже, журналисты, не интересуетесь, какая у меня профессия. В этом и трагедия нашего общества. Почему я сказала, что вы журналист в социальных сетях?
все... Очень во многих указано, что вы журналист. Вот в этом и трагедия. В этом и трагедия. Вы историк. Да. Я на историческом факультете, то есть на журналистском факультете не учился ни одного дня. Хотя многие меня побеждают. Убеждаю, что вы журналист. Побеждают. В споре они побеждают, они выигрывают. Я поднимаю руки. Хорошо, ты прав. Многие меня побеждают в том, что я учился в русской школе. Я в русской школе учился ни одного дня. Я не учился. У меня русский язык самообразования. Казахский язык, узбекский язык, тюркский язык. У меня все эти языки, и английский – это самообразование. Они меня убеждают, что я закончил русскую школу. Хорошо, я проигрываю им, потому что они мою биографию знают лучше, чем я. У вас тогда очень интересная биография, которая составлена из того, что вы сегодня на сегодняшний день представляете. То есть вы очень хорошо трактуете вопросы журналистики. Вы говорите на многих языках, да, получается. И, соответственно, из всего этого журналисты скоропалительно делают выводы и приписывают вам профессию журналиста. Да, я же иногда шутя говорю, выхожу на улицу и спрашиваю, как я спал, какие сны видел, что снился мне. Они вот, все знают обо мне. К сожалению, это так. Вот это Публичность. Может и публичность. Есть очень много публичных людей, но почему-то даже, вот смотрите, если я минут на 15 отлучаюсь от сессии парламента, и тут же начинают кричать, где же Мадумаров, почему его не видно? А есть коллеги, которые месяцами не ходят. Никто не спрашивает. В социальных сетях, вновь же, это зло может быть, да? Но с одной стороны это большое подспорье журналистам, а вас, ну не знаю, вашу каждую фразу, ну вот то, что даже, может быть, вы спали, не спали, разобрали на цитаты, то есть по 30 секунд, по 10, по 15 секунд, что сказал Мадумаров сегодня, кого он прокомментировал, что он сделал так, что он сделал не так. Вы с этим смирились, да, я так понимаю? Но, с одной стороны, ведь это говорит о том, что вы на самом деле работаете так, как положено работать в парламенте. То есть вы просто не соглашаетесь с тем, что происходит. Ну, например, вот эта ситуация с молодым депутатом, кстати, вот я его возраст даже посмотрела, не поленилась, Улан Бакасов. Он 1984 года рождения, когда суверенитет пришел в нашу страну, ему было 8 лет. То есть вот эти 30 сознательных лет он формировался при независимости Кыргызстана. Понятно, что человек имеет свою точку зрения, свое мнение, в этом ему нельзя отказать. Но тем не менее, вот эта полемика, которая возникла между вами, вам она о чем она сказала? Вот, что вы подумали вообще о этой ситуации? Во-первых, это не полемика, это обвинение только одностороннее. Я даже не ответил. Я даже не обращаю внимания. Категорически не обращаю внимания. Я уже привык. 30 лет, кому не лень, занимается нравоучением Мадумарова. 30 лет распространяет столько сплетен. Даже я не знаю, что они получают от этого. Недавно узнал, что они получают большие деньги. Они зарабатывают на этом. Это проверенные источники? Это проверенные источники, абсолютно проверенные. Есть закрепленные люди, которые с утра до вечера будут поливать Мадумарова. Они за это получают определенное денежное вознаграждение. Этим занимается власть. Вот буквально недавно встретился один человек и задает вопрос: Адахан Кимсамбаевич, как поживаете? Я говорю, 30 лет как назад как жил, так и живу. Только власть, какая бы ни пришла, борется со мной и уходит. А я остаюсь, стою на своем месте. Он посмотрел на меня и говорит, да, я поражаюсь, говорит. Потому что этот человек был одним из активных борцов против Мадумарова. Вот. Я говорю, ты где сегодня, а я где? Вот раз вы затронули о том, что вы работали при разных президентах, Акаев, Бакиев, Тумбаев, При Акаеве я был депутатом. Джейнбеков, но
Вы с ними вели диалог, ну, были ситуации, когда вы соприкасались. Я не об этом, я о том, что ведь были и плюсы. Нельзя сказать, что было и только минусы. Но если и о плюсах, и о минусах каждого президента, вот с вашей точки зрения, что бы вы сказали? Ну, о Джапарове мы пока не будем говорить, это еще рано. Пока не рано, это кыргызская традиция. Кто у власти, о нем не говорят. Потом, когда уйдут, будет... Будем разговаривать об этом. А я говорю всегда, в отличие от нашего общества, в отличие от журналистов, я говорю всегда в лицо. Итак, о плюсах и минусах. Кого? Начнем с Акаева. Я абсолютно уверен, что не бывает человека, который только исключительно минусы или исключительно плюсы. Мы люди. У любого человека есть свои ошибки. Другое дело, если человек совершает ошибку, от этого сам страдает. Совсем другое дело, когда его ошибки отражаются на государство. Это разные ошибки бывают. Поэтому ответственности тоже разные. Мера ответственности абсолютно несовместима от человека, который занимается исключительно своим хозяйством, и от человека, который занимается государством. Акаев допустил грубейшую, крупнейшую ошибку. За всю вот историю суверенного Кыргызстана допустил самую большую ошибку. Он разложил нравственную составляющую нашего народа. Одним призывом в 2000 году, когда во время выборов говорил, обращаясь к народу, говорил: берите все, что они дают, голосуйте так, как хотите. Вот это был официальный старт разложения общества. Голоса продаются. Голоса продаются, покупаются. Это разложение нашего общества. Оттуда и берет начало люмпинизация общества. Люмпинизация, самое страшное, это власть. Вы понимаете, это самый страшный крах для любого государства. Недавно провели социологический опрос и всех президентов, кого считают, что он работал более или менее в пользу нашего государства. Как вы думаете, кто выиграл? Бакиев выиграл. Кстати, я вспомнила ваше интервью «Комсомольской правде» 2004 года, если я не ошибаюсь, да? И тогда вы были исполняющим обязанности, да, вице-премьера. 2005 год. И вам задали такой вопрос, корреспондент задал вопрос по поводу революции. А вот если следующая революция, а вы сказали, а с чего бы это? Больше революции в Кыргызстане не будет. Я так говорил. Да, вы так сказали. Правильно. И сегодня тоже уверен. Революции не было. Были перевороты, были вооруженные захваты власти. Революция была первая, да? Или революция, знаете, революция в 2005 году, недовольство исходило из нижних слоев нашего общества. Это была революция, на местах. То есть все признаки революции. Да, это на местах. Это на местах, причем повсеместно, по всей стране. Это был не захват сначала Белого дома, а захваты начались там районные госадминистрации, аильные какие-то там административные центры, городские, областные, а потом уже Бишкек. А в 10-м и последующие в радиусе там 500-600 метров от Белого дома происходило все, что происходило. А на местах даже не знали. А мне говорят, что по улице Московской даже не знали. Ездили троллейбусы там, и люди ходили. Они не знали, что горит Белый дом или захвачен Белый дом. Вы знаете, каждый раз я живу в районе Гокджара, когда я вот выезжаю, и авторегистратор говорит, вот 7-я улица 7 апреля, у меня всегда возникает такая мысль, вот нужен ли был этот 7 апреля? Для чего это было? Трагедия в том, что, к сожалению, знаете, 200 человек, подготовившись, может поменять власть. Это о чем говорит? Мы как государство еще не состоялись. Вчерашние бравые генералы, которые там шагали строевым шагом перед президентом, через 3 минуты убежали, и их даже следов не могли найти. До сих пор не могут найти. Это не государство. К сожалению, одни и те же ошибки совершают власть имущие. Они думают, что сегодня Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, Министерство обороны может сохранить сегодняшнюю власть. Ничего подобного. Они даже 3 минуты не устоят. Вот вернемся к Курманбеку Бакиеву.
Что же тогда вызвало, скажем так, этот переворот, с вашей точки зрения? Вы сказали, что это был переворот. Это изнутри готовился. Как тогда выразилась одна дама, которая была очень приближенная Бакееву, я пошла туда, чтобы изнутри взорвать эту систему. Вот. Бакеев опирался на них. Бакеев доверял тем людям, которые практически занимались не государственными делами, а исключительно своими собственными интересами, исходя из этих интересов. На тот момент, буквально через 3 года, государственников не оставались там. Это разные вещи. Думать по-государственному, думать глобально или думать меркантильно. К сожалению, в последнее время у нас к власти приходят исключительно люди, которые не способны думать государственно, на государственном уровне, в государственном масштабе. У них у всех узкокорыстные, узкомеркантильные интересы. Отумбаева. Отумбаева – это абсолютно случайная женщина, абсолютно случайная. Алмазбек Атамбаев. Атамбаев на тот момент, как сам говорил, и Отумбаева тоже говорила, смотрю, говорит, там никого нету среди нас, который мог бы взять бразды правления в свои руки. А тем более испорченное общество, в первую очередь, что им надо было давать? Деньги. Вот. Я посмотрел и говорит, он был состоятельным человеком, и мы единогласно доверили ему взять бразды правления. Государство. Да, вот опять-таки, у кого было состояние. Минус. А не то, что кто мог управлять страной. Вопросы разные. Основной минус Алмазбека Атамбаева в чем? Вы знаете, я не собираюсь судить кого-то там. Тем более, все, что о нем думаю, я говорил тогда, когда он был единоличным хозяином нашей страны. Кстати, это ваш принцип, да? Абсолютно принцип. Вы сказали, что когда он у власти, то есть Акаев, Бакиев, Отумбаев, Атамбаев, Джеймбеков, я буду говорить им в лицо, но после того, как они уходят, я уже о них, мне неинтересно. Да, уже мое выражение стало крылатым. Когда Акаев ушел, я был поражен, потрясен. В парламенте начали говорить о нем так плохо вчерашние люди, которые молились, которые говорили, что благодаря именно Оскару Акаевичу солнце восходит и солнце заходит. По его указу. По его хотению, да. Благодаря ему. Мне противно смотреть на таких людей. Как человек, я их жалею, потому что они бесхребетные, беспринципные, бездарные, абсолютно случайные, обыкновенные, как бы сказать, слуги, обыкновенные слуги. Вот. И когда человек во власти, надо говорить, указывать на те ошибки, которые они совершают, допускают. Я тогда говорил, что меня поражает, я дословно скажу, я на кыргызском говорил это, меня поражает, говорю, что на теле раненого льва сегодня пляшут гиены. Это страшно было смотреть. Вот тогда я понял, насколько мы начинаем портиться. Кыргыздарда касиет башка эле да. Для кыргыза это все равно было смерти подобно, нежели, скажем так, его пристыдить публично при людях. Это было смерти подобно. А сейчас ничего страшного. По рукам, ха-ха-хи-хи. Вот эта вот нравственная составляющая, духовная составляющая мы напрочь забыли. Сегодня уважаем не тот человек, который в этой жизни что-то понимает, а уважаем тот человек, у кого в кармане есть хоть что-то. А это опасное общество. Вот не зря советский академик Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что нравственность общества будет падать ровно настолько, насколько падает нравственность интеллигенции. А у нас сегодня есть интеллигенция? Есть. Я задал этот вопрос. Есть сегодня интеллигенция? Вот, допустим, я обратился как крик в пустыне к
когда начали разрушать гостиницу «Иссык-Куль. Я не слышал голос интеллигенции. Когда уничтожаются наши ценности, наши исторические какие-то там здания, я не слышу голос интеллигенции. Когда уничтожается класс учителей, я не слышу. Когда уничтожается класс интеллигентных, порядочных, воспитанных, культурных людей, я не слышу голос. Я поэтому говорю, все, что происходит, и все, что происходило, происходило при молчаливом согласии интеллигенции. К сожалению. Продолжая наш разговор, вот о власти вы затронули, вот это, ну, мой взгляд, мое видение, каким должно быть сильное государство. Это прежде всего доверие к власти, сильный парламент и, конечно же, должен быть лидер. Что мы имеем в нашей стране на сегодня? Есть власть, есть парламент и есть президент. Если доверие, вопрос спорный. Сильный ли парламент? Вопрос не спорный. Вопрос абсолютно не спорный. Вопрос на сегодняшний день уже открытый. Нет доверия ни парламенту, ни президенту, ни судебной ветви власти. Нет доверия. Поэтому эта власть самая, с одной стороны, опасная, с другой стороны, самая слабая власть. А по поводу парламента. Вот сильный парламент – это мечта, наверное, каждого государства, да, и тех, кто выбирает своих избирателей. Сильный парламент появится тогда и только тогда, когда будет проводиться честные, чистые, прозрачные выборы. Вы думаете, мы сидим сегодня в парламенте по итогам выборов? Нет. Нет. По всем социологическим опросам посмотрите, политическая партия «Бүтін Кыргызстан» выходит на первое место. По всем политическим социологическим опросам посмотрите. А итоги совсем другие. Почему? Потому что итоги рисуются. Мы выиграли в 2010 году, не прошли. Через 5 лет тогдашний председатель Центральной избирательной комиссии говорил, да, мы аннулировали 66 тысяч голосов Бүтін Кыргызстана. И что? Мы выиграли и в 2015 году, мы выиграли и в 2020 году, мы выиграли и в 2021 году, но только разница большая. Не с такими процентами, которые там показывает ЦИК, категорически нет. Знаете, 3-4 раза больше. По поводу вашего несогласия с выборами, вообще, я прочитав очень много самых разных источников по поводу выборов в разных странах, и в каждой стране обычно есть недовольные проведенными выборами. То есть есть оппозиция, есть в той же России, например, да? Это присуще человеку вообще, политику, или это на самом деле так и должно быть? Давайте на этот вопрос ответите сами. Я вам задам вопрос такой. Смотрите, около 60 миллионов, более 50 миллионов избирателей в Турции. Да? Более 60 миллионов избирателей во Франции и в Германии. Самое большое количество из всех демократических государств, количество голосов избирателей в Соединенных Штатах Америки. В 8 часов выборы заканчиваются, в 8:02 итоги выборов появляются. Сотни миллионов избирателей, количество сотни миллионов. 1,5 миллиона в Кыргызстан принимает участие, итоги выборов выходят через 20 дней. Мы неужели настолько идиоты? Неужели мы настолько неспособные, немощные такие, бездарный народ, 1,5 миллиона голосов не можем посчитать за 20 дней? Что за народ? Каково будущее у этого народа? Вы скажите мне. А вы после этого можете говорить, что у нас выборы проводятся честно? Это считает народ или считает так, как ему нужно те, кто на данном момент как считает, как надо считать Центральная избирательная комиссия, с ним соглашается народ. А потом возмущается. Без Дина Айылдан никто не голосовал за эту партию, даже представители этой партии не знаем. А как же они получили сегодня 30% голосов? Возмущается. Да так, они не получили ничего. Им приписали, им записали. Это будет бесконечно продолжаться?
Это будет продолжаться до тех пор, пока общество не будет брать ответственность в свои руки. Пока не появится у нас зрелое общество, ответственное общество. Вы сказали, что у нас сейчас феодальный строй. Ну, мы катимся к этому, Нет, да? я не говорил феодальный строй, к сожалению, вы знаете, каждый понимает так, как он слышит. Я говорю, возвращаемся к Возвращаемся, да. Да, возвращаемся. Прошу прощения. Так вот, и тот же парламент, те же избиратели, учитывая, ну, вы же историк, и как бы мы изучали историю, феодальный строй, это все-таки до капитализма там еще есть время, и уровень образования тогда тоже был не у всех. Может быть, поэтому людям неинтересно, то есть каждый занят, как бы найти хлеб насущный. Нет. Нет? Наоборот. У нас каждый занят политикой. Вот, допустим, ко мне приходят крестьяне, ко мне приходят врачи, учителя, ко мне приходят пенсионеры. Они же приходят под социальную проблему? Все учат Учат? меня политике. Я иногда задаю вопрос. Дорогой мой, чем ты занимаешься? Он пекарь. Второе спрашиваю, чем ты занимаешься? Он строитель. Ты когда-нибудь видел или слышал, что я тебе подходил и говорил, надо брать вот эти кирпичи, надо вот так замешивать бетон? Я же не учу. Я же не говорю, как надо. Почему это месить. происходит? Почему У общество нас настолько политизировано? У нас все думают, что они все знают. Вот. И вы говорили, что у нас в парламенте сегодня больше предпринимателей. Это не предприимчивых людей. Это не их дело сидеть в парламенте. Как кто-то из великих людей говорил, не бери того, что тебе не принадлежит, ибо она погибнет. Это не их дело. Они сами не рады, что туда попадают. Но они вынуждены там сидеть, потому что им надо спасать свой бизнес. Никто из них не думает, как надо писать закон. Потому что ближайшие 3 года не то, что писать закон, как пишется закон, даже представления не будет иметь. Это трагедия. Это большая трагедия государственного масштаба. Парламент – это тот орган, который принимает закон, пишет закон, толкует закон. А как они могут толковать закон, если не понимают, как принимаются законы? Как вы думаете? Человек, допустим, не знающий, как пишется эссе, может у вас попросить ручку или отойти, попросить, чтобы вы отошли, вместо вас он напишет эссе или очерк или репортаж? Никогда. Но почему-то политикой занимаются все. Каждый считает, что он должен заниматься политикой, он способен, он умеет заниматься политикой. В этом и трагедия. Ведь не зря есть такое выражение, чем меньше люди занимаются политикой, значит стабильность в стране есть. Чем больше люди политизированы, это говорит о том, что значит у нас нестабильно в стране. Я как по-другому сформулировал бы. Чем больше государство будет заниматься непосредственно своими обязанностями, тем меньше люди будут заниматься политикой. Чем эффективнее будет заниматься верх, тем безразличнее будет нижним. Еще есть коротко такая фраза: вы не можете не заниматься политикой, политика займется вами. Это исковерканное понятие. Это исковерканное понятие. Если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Это исковерканное понятие. И у нас сейчас это вот во главе всего стоит. Может быть, люди у нас поймут. девиз, у нас государственный лозунг. Потому Итак, что если ты сегодня вне политики не в состоянии защитить самого себя, то тебя ни Конституция, ни милиция, ни суд, никто не защитит. А как ты должен защищаться? идти в политику. Молодец. 5, да? Итак, есть одна такая фраза, я очень часто вот возвращаюсь к ней, и вот как вы ее будете трактовать? Уинстон Черчилль, конечно, вы его знаете. Там, где большая власть, там и большая ответственность. Где меньшая власть, там и меньше ответственности. А где нет власти, не может быть
я так считаю, и речь об ответственности. Так вот, на сегодняшний день в нашей стране какая власть? Большая, меньшая, нету ответственности. Никакая. То есть у никого никакой ответственности абсолютно нет. Никакая. Потому что Конституция не работает, законы не работают. Это страна, которая живет по понятиям. Закон гласит так, а на практике совсем не так. Государство будет сильно тогда и только тогда, когда начинает зарабатывать, то есть начинают работать законы, требования законов, и тогда, когда люди будут подчиняться этим законам. Закон – это общественный договор. Если не нарушается общественный договор, то это государство станет сильным. А если ни та, ни другая сторона не будет соблюдать эти договора, тогда в этом государстве только хаос. Власть у того, у кого больше сила. Прав тот, кто богаче. Это разве власть? Это разве государство? Нет. Это можно я воздержусь? Жестко хотел сказать, воздержусь в определении сегодняшнего состояния Кыргызстана. Совсем простой вопрос для историка, для парламентария, для депутата. Вы можете себя представить вне политики? Это зависит от того, что он понимает под словом политики. Ну, хотя бы на один день быть просто человеком, который созидает что-то. Нет, к сожалению, это не дано мне. От этого и я страдаю. Я не могу равнодушно смотреть то, что происходит у нас. Я не могу. Если, допустим, сломали ветку, вот иду по парку, я вижу, что она сломана. Не могу я спокойно смотреть. Но какой же дьявол это сделал? Что, мешал, что ли, это? Почему? А если где-то там сломали скамейку, я не могу просто так пройти. У меня сразу внутреннее возмущение. Я не могу просто так смотреть. Вы помните, я же говорил, что у любого нормального человека идет борьба между сердцем и разумом. 1000 лет тому назад Омар Хайям писал: в этом мире лжецов, подлецов и торгашей хоть немного подумай о сохранности ушей. Глаза зажмурь, рот зашей. Да? А через 1000 лет ему отвечает Чадаев: я не могу любить свою родину поникшим челом, с закрытыми глазами, с зажатыми ушами. Я буду любить свою родину громко, открыто. Я среди тех людей, которые я буду любить свою родину, громко буду любить. Я буду любить со всеми недостатками свой народ. Я буду говорить столько, сколько я считаю необходимым, нужным, чтобы хоть что-то исправить. Я открыто буду говорить, и громко буду говорить. И меня не волнует, кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Нет, это моя жизнь. Я должен прожить так, как я хочу. Ибо я свободный человек. А без свободы человек не может почувствовать свое счастье. Многие журналисты, ваши оппоненты опасаются с вами вступать в полемику. Потому что ваша напористость, иногда, может быть, агрессивность заставляет людей избегать вашего общения, высказывать свою точку зрения вам. Это имидж или вы такой по жизни, в семье, в быту? Не знаю, мне трудно судить самого себя. Я сужу, знаю только столько недостатков. Помните, как Сократ говорил: я знаю только то, что не знаю ничего, но буду стараться знать больше. Поэтому, когда меня хвалят, я не верю. Когда меня ругают, я не верю. Потому что и та сторона, и эта сторона не правы. Если меня хвалят, то им что-то надо от меня. А если меня ругают, то значит я им мешаю. Вы согласны со мной? Отчасти. Поэтому
Сегодня очень тяжело быть образованным человеком, очень тяжело. Потому что ты становишься не похожим на других. А если ты не похож на других, ты опасен для них. Я до сих пор никого не укусил, никого еще не ударил. Я, служа в группе советских войск в Германию, будучи командиром, я не научился материться. Вы не материтесь абсолютно? Нет. Ни на кыргызском, ни на русском. Я презираю тех людей, которые матерятся. Я терпеть не могу тех людей, которые нецензурно выражаются. Я не могу. Я не то что ругаться, я даже слышать это не могу. Мне противно стоять там, где люди ругаются. Я не могу смотреть просто так. Религия вашей жизни. Изначально вы были атеистом? Ну вот, как все студенты, школьники, Нет. выросшие в советское Нет. время? Нет, да? Мой дед и отец, они очень воспитанные, богобоязненные люди. Я с 5 лет, по-моему, да, скорее еще я в школу не ходил, но я умел писать на арабском. Вот так. Да. Да, я еще в школу не ходил, наизусть меня мой дед, покойница, вот, он научил, как читать Ихлас. Почему я задала вам вопрос о религии? Кыргызстан на международной арене, он позиционирует себя как светское государство, но внутри людей, которые ищут себя в самых разных религиозных течениях в Кыргызстане, очень много. В частности, это, конечно, мусульманство. И вот как вы думаете, как мы должны себя правильно позиционировать на международной арене? Образованными людьми. Образованными людьми. Образованный человек, он культурный. Культурный человек, он воспитанный. Воспитанный человек, он, независимо от того, в каком обществе живет, он человек. Культура, образование, воспитанность. Все. Независимо, ты какую веру исповедуешь. Ислам, христианин, иудаизм, неважно. Лишь бы у человека внутри был Всевышний Бог. Неважно, как оно называется. Кто-то Господь, кто-то Аллах, кто-то там еще как-то называет. Но он должен, человек, чувствовать, что есть Создатель, что рано или поздно вернешься к Нему и будешь держать ответ перед Ним. И тебя ни одно богатство, ни одна должность, ни один твой друг не спасет. Ты лично сам будешь общаться, лично сам будешь отвечать за свои... Держать ответ, да? Владимир Жириновский практически до последнего дыхания оставался политиком, очень неординарным политиком. Я часто его слушала, и несмотря на все, ну скажем так, агрессивное, интересное такое поведение, сейчас, на сегодняшний день, анализируя, многие приходят к тому, что да, он, оказывается, во многом был прав на самом деле, да? Вы сказали, что вне политики себя не представляете. Вот до последнего дыхания вы хотите заниматься политикой или все-таки оставить что-то для души? Я политику понимаю так, не быть равнодушным. А равнодушный человек – это мертвый человек. Он может ходить, он может кушать, но он уже бесполезный человек, никому не нужен. Политика – это не равнодушие. Политика – это переживание. Политика – это надежда. Политика – это борьба. Как ты можешь дышать, жить, не борясь, и просто так равнодушно лицезреть всего того, что происходит? Значит, политика, да, здравствуйте. Это жизнь. Что бы вы себе сами пожелали? Милость Всевышнего. Милость Всевышнего. Больше ничего. На этом все, наша программа закончена. Удачи вам. А Спасибо. в милости Всевышнего есть все, что может пожелать человек себе.
Спасибо большое Удачи. за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Рахмат.